Далеко через туман столетий, куда взглянуть потомкам жаждет глаз. О, горстяные дома с тропой наследий, сие предание нес народа глаз. О, время, повелитель всей вселенной, ты рушишь все в забвении. Но разговоры эти были после. А в 1845 году за отличную храбрость, оказанную при отступлении отряда, состоящего под началом командующего Прагским пехотным полком подполковника Бельгарда II, от селения Гогатли до укрепления Мачиккале, Есаула Краснянского произвели в войсковые старшины, урядников Махина и Кислякова в Хорунжие, а бомбардира Ивана Семенова и канонира Андрея Голикова наградили Георгиевскими крестами. 15 июля выступили в 10 утра. Воронцов приказал дойти до Аллероя и стать там на ночлег. Без особого труда перешли овраг, выбили из него чеченцев. Они, видно, тоже устали. Прошли 5 верст и остановились у Аллероя. Дальше новые овраги начинались, и Воронцов решил подтянуть все части отряда. 16 июня хотели выступить пораньше и достигнуть Шаухал-Берды, но из-за тумана и дождя выступили только в 8 часов. Раньше не смогли. До Шаухал-Берды пришлось преодолеть несколько оврагов, поросших лесом и перекрытых завалами. Особенно трудно пришлось арьергарду. Лабынцев как мог людей приободрял. 2 молодым солдатам, стоящим в цепи парой, сказал: «Становитесь за мной. Вы знаете, что меня пуля не берет». Один залег и стал стрелять меж расставленных сапог генерала. Другой у Лабынцева из подмышки. Командир кабардинского полка Козловский под огнем трубку курил. Лабынцев трубку выбил палкой. «Прохвосты! Здесь не место курить». В другое время это сочли бы оскорблением, но под чеченскими пулями сошло за шутку, и Козловский ответил: «Грешно, как Иван Михайлович, последнюю трубку у меня выбивать». Кто-то под огнем личные счеты сводил. Известный Яшвиль поймал за фалды какого-то недруга, ползком пересекавшего поляну. «Согласись, что ты подлец». «Согласен, только пусти меня. Дай слово, что в отставку уйдешь». Воронцов ждал на кукурузном поле, на поляне, посреди последнего перед аулом леса, когда авангард пройдет последний перед аулом овраг. Здесь же теснился обоз с ранеными. Эхо беспрерывного огня разносилось по окрестным горам. Путь авангарда отмечался 2 дымовыми полосами. Огни сверкали с края оврага вниз и со дна его вверх. Иногда дым переставал двигаться, начинал клубиться на месте и сливался в одно облако. Сухой, отрывистый звук чеченских винтовок мешался тогда с шипучей трескотней солдатских ружей, и ветер доносил пронзительное гиканье чеченцев и русское «Ура!». Артиллерия, легкая и горная, сразу же начинали бить через головы своих в дымовое облако, и облако опять расслаивалось на 2 волнистые ленты. Чеченцы перед авангардом подавались, но за всем не уследишь. Прорвавшиеся шайкой чеченцев, около Воронцова были ранены 2 его адъютанта, Васильчиков в руку, а Глебов в ногу. Во враге в это время чеченцы из-за завала перебили прислугу горной батареи. Движение застопорилось, и левой цепи пришлось не только отбиваться от неприятеля, но и обходить завал выше по оврагу. Наконец двинулись дальше, заняли Шаухал-Берды и вышли на поляну в страшном безначалии и суете. Колонны, вьюки, раненые – все перемешалось. Подсчитали потери. За день погибли 2 офицера и 107 солдат. Ранения получили 14 офицеров и 306 солдат.
контузии 2 офицера и 41 солдат, 15 человек пропали без вести. Расположились на поляне на берегу Аксая. С юга, с той стороны реки, чеченцы поставили на высотах батарею в 3 орудия. С востока и с севера овраги. Аул разорен, лишь сад уцелел. Не вырубили. Раненых отнесли в сад. Положили в тени. Остальные перегородили со всех сторон поляну. Припасы подошли к концу. Ели зеленую кукурузу, натирали ее порохом вместо соли и пекли на углях. У Лисаневича, адъютанта главнокомандующего, ночью мула съели. Солдаты ходили к опушке и под выстрелами подбирали там брошенные снопы пшеницы, потом продавали офицерам по 20 копеек за сноп. Те обмолачивали, как могли, и варили кашу. Двигаться дальше, преодолевать новые овраги не было сил. Разве что раненых бросить. Но знали, что Воронцов на это не пойдет. Он приказал уничтожить все свои личные вьюки, а белье раздал на перевязки раненым. Сам сидел под навесом из бурьяна около левой цепи. Как-то в минуту отчаяния Воронцов сказал, что он тут погибнет со всем отрядом, но не покинет ни одного больного или раненого. Раненых же в общем набралось 1500 человек. Патроны экономили, снарядов не осталось. На чеченские орудийные выстрелы с той стороны реки не отвечали. Лафеты от горных и легких пушек побросали, стволы возили на вьюках. Не чувствуя сил и возможности поднять колонну и вести ее дальше, Воронцов решил дожидаться Фрейтага. Вот в каких условиях Яков Бакланов и начал свою службу на левом фланге линии. Осмотревшись, он по собственной инициативе предпринял первое дело. Угнал у горцев большое стадо скота. Обстоятельства благоприятствовали храброму донцу. Из-за Даргинской экспедиции чеченцы отвлеклись. Он же был послан в это время с дивизионом в Качалыковский лес рубить колья и хворост. За Качкалыковским хребтом река Мичик, граница. Но чеченцы жили и на этой стороне. Стада их ходили без пастухов. Одни мохнатые собаки их охраняли. Разглядев все это, Бакланов взял дивизион и направился через Мичик к ближайшему аулу, не предупредив Куринское укрепление. Там стоял батальон Замостского полка, он же подвижной резерв. Угнали казаки 150 голов крупного рогатого скота. Чеченцы спохватились, но поздно. Объяснил Бакланов это честно, как на духу. Оттягать чужое, видно, вложено Богом в нашу казацкую натуру. И уж тут никак не утерпишь. 13 июля чеченцы в отместку напали с целью пожечь сено, заготовленное на зиму у Куринского. Пришлось их отбивать. Но скоро представилась задача посерьезней. Отряд под командой начальника левого фланга генерал-майора Роберта Карловича Фрейтага двинулся на выручку командующему Кавказским корпусом графу Воронцову. Еще 12 июля Фрейтаг каким-то чудом получил в Грозный приказ собрать войска на Кумыкской плоскости и идти на помощь Воронцову. Воронцов даже известил его, куда поведет остатки экспедиции. Фрейтаг с огромным трудом собрал со 100 верст отдельные роты, набралось 7,5 батальонов, взял 13 орудий, в том числе из Донской номер 1 роты 2 орудия и 300 казаков. Из обоза он имел всего 6 повозок. Конницей отряда, состоявшей из 1 сотни 20-го полка и 2 52-го, командовал Бакланов. 52-й полк Сычева считался частью надежной. На Кавказе с 30 марта 1842 года. Интересно, что в поход Бакланов взял не свою 6-ю сотню, а 4-ю, которой командовал сотник Андрей Рубцов.
почему? Возможно, сыграла свою роль очередность дежурства, очередность выхода в поиск. В поход двинулись 17 июля. Двигались медленно и осторожно, но наверняка. Вечером 18 июля на полдороге между Герзель-Аулом и Шаухал-Берды имели авангардную стычку у Мескита. Здесь Фрейтаг оставил резерв – 2 батальона и 4 орудия. 19 июля приблизились к аулу Шаухал-Берды. Отряд Воронцова, пока ждал Фрейтага, потерял за 2 дня 2 солдат убитыми, 1 офицера и 24 солдата ранеными, 2 офицеров и 6 рядовых контуженными. Чтобы приободрить людей, Воронцов приказал полковой музыке все время играть, а сам под крики «Ура!» объезжал войска. Впрочем, музыканты Прагского полка под чеченскими ядрами играли мазурку довольно фальшиво. Куринский батальон, которым раньше командовал Фрейтаг, рассчитал, что помощь подойдет 19 июля утром. 18 вечером многие солдаты полезли на деревья и стали высматривать, не идет ли подмога. Действительно, на рассвете 19 июля увидели сверкающие на солнце штыки и услышали за оврагом орудийные выстрелы. Сразу же обоз, милиция, вьюки в беспорядке бросились через овраг Джалам-Берды на выстрелы Фрейтага и, естественно, нарвались во враге на засаду. Соединяться пришлось с большой кровью. Раненые поодиночке обходили чеченские завалы справа, по берегу Аксая. Левая цепь спустилась во враг и проложила дорогу. Арьергарду пришлось труднее всего. Первая карабинерная рота Кабардинского полка под командованием штабс-капитана Тимоховича не получила вовремя приказа отступать, отстала, забралась в какие-то кустарники, переплетенные диким виноградом, и была там окружена и перебита. Прорвались 3 человека. Раненый Тимохович попал в плен, и, по словам лазутчиков, с него живого сняли кожу. Всего за 19 июля отряд Воронцова потерял убитыми 3 офицеров и 78 солдат, ранеными 8 офицеров и 139 солдат, контуженными 2 офицеров и 25 солдат. 17 человек пропали без вести. Солдаты Фрейтага, сияя белыми рубахами и фуражками, атаковали овраг со своей стороны. В час пополудни оба отряда соединились, отошли на 2 версты, отбили еще несколько нападений. Во время одного был добит раненый командир Навагинского полка полковник Бибиков, и стали под дождем на ночлег у урочища Мескит. В ротах у Воронцова оставалось по 50-60 человек, и Фрейтаг выдвинул своих людей в арьергард и в боковые прикрытия. Приведенные Фрейтагом донские артиллеристы своими выстрелами разбили чеченское орудие, стрелявшее из-за Аксая. 20 июля оба отряда пошли к Герзель-Аулу и по невыносимой жаре прибыли туда в 4 часа пополудни. Пробиваясь к Герзель-Аулу, отряд Воронцова потерял убитыми 12 офицеров и 282 рядовых, ранеными 45 офицеров и 733 рядовых, контуженными 11 офицеров и 132 рядовых, без вести пропало 40 человек. Потери Фрейтага по сравнению с воронцовскими были минимальны. 14 солдат убиты, 1 офицер и 69 солдат ранены, 8 офицеров и 27 солдат контужены, 2 пропали без вести. Подсчитали потери. Русские лишились 3 генералов, Пассека, Викторова и Фока, потеряли убитыми 34 офицера и 909 солдат, ранеными потеряли 107 офицеров и 2043 солдата,
контуженными 24 офицера и 248 солдат, без вести пропали 42 человека, по другим данным 173. Оставили врагу 3 орудия. Дондуков-Корсаков считал: цифры эти официальные и потому должны быть ниже действительности. Покровский насчитал среди потерь 3 генералов, 28 штаб-офицеров и 158 обер-офицеров. Всего 3510 человек. Примечание. Покровский. Кавказские войны и имамат Шамиля. Москва. 2000 год. Страница 333. Конец примечания. Участники экспедиции завысили число потерь примерно в 2 раза. Недоброжелатели Воронцова говорили, что он превосходит всех предыдущих главнокомандующих тем, что они уложили 7000 за несколько лет, а он в 1 прием. Интересно, что в списках убитых и раненых офицеров нет ни одной донской фамилии, а вот линейцев-офицеров погибло 3 и ранено 7. Но все равно эти потери по сравнению с общими выглядят минимальными. Героем, спасителем экспедиции, по праву считался Фрейтаг. Когда он представлял Воронцову свой отряд, тот вспомнил Бакланова. Потто так описывает это знакомство. «Это тот самый отважный офицер, о котором я вчера докладывал вашему сиятельству», представил Фрейтаг Бакланова. «Вы прежде были на Кавказе?» – спросил Воронцов нашего героя. Бакланов ответил утвердительно, но уточнил, что служил на другом фланге и под командованием Засса. «Полк, в котором вы служили, носил 8-й номер и назывался Жирова?» – спросил что-то вспомнивший Воронцов. Бакланов подтвердил. Воронцов пожал ему руку и сказал: «Я помню ваше дело на Чамлыке, о Вознесенского укрепления, и мне весьма приятно увидеть вас в рядах нашего Кавказского корпуса». Фрейтагу Воронцов объяснил: «Я перечитывал как-то старые дела и совсем случайно напал на Жировское дело, которое осталось у меня в памяти со всеми мелочными подробностями. Это было очень-очень хорошее дело, и я с особенным удовольствием приветствую виновника этого подвига». У Герзель-аула в поле отслужили молебен и панихиду. А 21-го раненым офицерам выдали по 50 червонцев, и сразу же в бараках и казармах появились угощения, вино, карты, несмотря на стоны умирающих, на просьбы тяжело раненых прекратить этот разгул. Дондуков-Корсаков приводит пример, как играли в карты прямо над умирающим. Он просил: «Дайте умереть спокойно». Игра остановилась на несколько минут. Он умер, играющие перекрестились, кто-то прочел молитву, и игру продолжили над неубранным трупом. Раненый прапорщик Гейман тоже жаловался на жару, мух и французскую неумолкаемую речь гвардейских офицеров. Воронцов сразу же стал подтягивать войска. Поймали 3 мародеров: казака, артиллериста и солдата Куринского полка, шаривших во время последнего перехода по брошенным вьюкам, и приговорили к расстрелу. Причем во время казни молоденький казак, старовер, всех возмутил своей дерзостью и даже кощунством. 24 или 25 июля первый транспорт с ранеными на 100 татарских арбах отправился из Герзель-аула к Пятигорску. Сиплый визг несмазанных осей разносился по окрестностям. Не зря телеги на Кавказе прозвали «костоломным снадобьем». Татары всем говорили, что они честные люди и не боятся, подобно ворам, если будет слышно, когда они едут. Как писал прапорщик Гейман, надо полагать, что арбы нарочно выдуманы правоверными,
чтобы православным, ехавшим на них, вытрясти всю душу. Примечание. Гейман, 1845 год. Воспоминания. Кавказский сборник. Том 3. Тифлис, 1879 год. Страница 350. Конец примечания. Везли их через казачьи станицы. Казаки и казачки, заслышав скрип и визг, выходили, выносили угощение, а одна старуха сказала: «Ах вы, шамили, вы объедки!» Войска, вышедшие из чеченских лесов, осыпали наградами, которые не миновали и донских казаков. Сам поход рассматривался как подвиг. Формулировка звучала так: за отличие во время выступления главного действующего отряда из селения Дарго к укреплению Керзель-Аул с 13 по 20 июля. 11 человек получили повышение в чинах. Хорунжий полка номер 5 Севастьянов произведен в сотники. Урядники того же полка Илья Сухарев, Михаил Макаров, Иван Московкин в Хорунжие, так же как в Хорунжие урядник полка номер 11 Даниил Краснов, полка номер 14 Ефим Беспалов, полка номер 31 Павел Попов, полка номер 52 Федор Черевков, Иван Домашевский, Михаил Головков, полка номер 53 Григорий Евсеев. Хорунжий полка номер 52 Соболев награжден орденом Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость». Знаки отличия военного ордена заслужили казаки полка номер 9 Емельян Чернобровкин и Сергей Мирошников, казак полка номер 12 Афанасий Самохин, урядник полка номер 48 Филипп Сарпионов, урядник полка номер 47 Владимир Фолимонов и казак того же полка Иван Аханов. Казаки полка номер 33 Карп Егоров и Логвин Меркулов, казак полка номер 49 Григорий Смирнов, приказный полка номер 52 Иван Куряков и казак того же полка Алексей Онищенков, казак полка номер 54 Карп Разогреев. Некоторых наградили и за более продолжительный период. За храбрость в делах с 6 по 20 июля сотники полка номер 31 Болдырев и полка номер 5 Сидоров награждались орденом святого Станислава 3 степени. За дела с 6 по 20 июля Донского номер 49 полка урядник Иван Скунов производился в Хорунжие, а Донского номер 5 полка казак Иван Залипухин в приказные. Лишь один казак Донского полка номер 5 Александр Сиротин производился в уряднике конкретно за отличие и мужество в деле 14 июля. А это, как мы помним, был самый тяжелый день. Казаки Бакланова, привлеченные фрейтагом к походу навстречу отряду Воронцова, тоже получили награды по совокупности. За отличие в делах против неприятеля 18, 19 и 20 июля. С такой формулировкой получил орден Святой Анны 2 степени сам Яков Петрович Бакланов и все остальные. Судя по распределению наград, больше отличились офицеры и казаки 52-го полка. Исаул Краснушкин, орден Святой Анны 3 степени, Хорунжий Кочетов и Тарарин, ордера Святой Анны 4 степени, казак Петр Стехин, Георгиевский крест. А из 20-го полка, кроме Бакланова, орден получил лишь сотник Рубцов, орден Святой Анны 3 степени. Интересно, что казак Петр Григорьевич Стехин, заслуживший Георгиевский крест, был сын Есаула Луганской станицы, служил с 1828 года, но при всем геройстве так и не вышел в офицеры. Хорошо проявили себя приведенные фрейтагом два донских орудия. Донской номер 1 батареи сотник Еманов заслужил орден Святой Анны 3 степени, урядник Иван Кощеев и канонир Александр Гусев Георгиевские кресты. Сотник Донской артиллерии Галушкин производился в Есаулы. В Хорунжие производились два урядника из полка номер 52 Григорий Моисеев и Иван Сысоев
и два урядника из полка номер 20 Василий Кушнарев и Агап Кузнецов. Василий Кушнарев, сын Есаула, 26 лет, в урядниках ходил с 1839 года. Самое время ему в офицеры выходить. Агап Кузнецов, из казачьих детей, 26 лет, чин урядника имел с 25 июня 1841 года. Видимо, действительно отличился. В это же время, с 30 августа 1845 года, получил чин урядника, возможно, с подачи Бакланова, дворянский сын Мягков из Гугнинской станицы. Воронцов отбыл в Пятигорск, а затем в Кисловодск, отдыхал там 2 месяца и там же получил рескрипт государя о возведении его за экспедицию в княжеское достоинство. Считалось, что экспедиция, ставшая одним из самых страшных воспоминаний солдат и офицеров, себя оправдала, ибо уничтожила веру горцев в силу их притонов, доказала им примером, что для русского войска нет неприступных мест и непроходимых дорог. Офицеры, имевшие опыт экспедиций, считали, что Воронцов потерпел неудачу в Ичкеринских горах, поскольку отряд его был загроможден кавалерией и артиллерией, нигде не находившими места действовать и увеличивавшими только протяжение колонны на тесных лесных дорогах. Но Воронцов на Дарго не в набег ходил. Он исполнял приказ утвердиться там. А без артиллерии как утвердишься на территории? И все же 1845 год стал переломным. Государь предоставил Воронцову полную самостоятельность в принятии решений, как завоевать Кавказ, а Воронцов немедленно вернулся к практике Ермолова. Решил летом вглубь чеченских лесов не соваться, а зимой, сколько хватит времени, прорубить просеки через эти леса. Начать с Малой Чечни, чтобы до каждого аула была хорошая широкая дорога, чтоб хищники нигде спрятаться не могли. А как только чеченцы замирятся, Шамиль ничего не будет значить. Кавказская молодежь мало внимания обращала на изменения в стратегии и тактике. Из всех нововведений Воронцова она отметила главное. Воронцов государя просил гвардейских офицеров в качестве прикомандированных на Кавказ не посылать. Если хотят служить, пусть в Кавказский корпус по-настоящему переводятся. И это правильно. В заключении уместны слова все того же Торнау, прошедшего Кавказскую войну и побывавшего не в одной экспедиции. Не одними победами, однако, мы имели право хвалиться. Разные времена бывали на Кавказе. Времена блестящих успехов и времена горестных неудач, серую тенью ложащихся на историю Кавказской войны. В те дни невзгод счастье положительно покидало нас. Что ни задумывали, за что ни брались, все обращалось в беду. Ошибки громоздились на ошибки, неудача следовала за неудачей. Не видя перед собой определенной цели, ощупью и спотыкаясь на каждом шагу, шли мы, куда в своей слепоте нас вела самоуверенная бездарность, управлявшая в ту минуту судьбами Кавказа. Одни кавказские войска никогда не изменяли своему долгу, никогда не роняли своей чести, и позволено прямо сказать, что на самой почве сказанных ошибок и связанных с ними поражений вырастали такие поразительные примеры солдатского мужества, которыми русский народ всегда вправе гордиться. Куда взглянуть потомкам жаждет глаз? О, горстяные дома с тропой наследий, сие предание нес народа глаз. О, время, повелитель всей вселенной, ты уши все в забвении миру тлеть, но память лишь народа
родная, нетленна, тебе покорно в зимней рабской нет. Аул окутан мраком паутиной, в нем суеты людской затух костер. Лишь диск луны на горные вершины серебряные лучи свои простер. В сакле низенькой светила тлеет, не дни свои влачат вдова и сын. У очага огонь, в котором тлеет, сидит отрок печали не уныл. В чем грусть твоя, осень, друг, мать просила? Чему, чего печалью застилась? Не орлом ли я тебя взрастила, что выше гор ты духом мог взлетать? То все, что ты объять способен взором, ты с мудростью своей слечить бы смог. Чтоб честь берег был верным ей дозором, свою избрал из тысячи дорог. О, нынче я клянусь честью, затруднений хоть врага труби. Час назад ко мне прибыли с вестью, хроник здесь мой, что отца убил. Я мысленно уж видел, как погаснет кровника звезда вселишится суд. Тут ведь пришла та, что в любви клялась мне, уж в дом другой невестою везу. Я в думы пал, признаться, здесь невольно, из двух дорог какую выбрать мне. И мысль устала, и душе так больно, все плыло предо мною, как во сне. К тому ж пришла мне весть еще в придачу, в лесу, друзья, устрою пирошу. Меня там ждут, и вот решили задачу, не в силах мой скупой застывший ум. Не напрягай свой ум, мать отвечала, унылость брось, скорей спирайся в путь. Но 3 совета слушай для начала, другой же раз, мой сын, мудрее будь. Коль кровник здесь, то надо мстить, то верно. Пусть сердцем тверд не дрогнет, пусть рука. Коль раз он был, придет еще, наверно. Туда идти ты не спеши пока. Знай, коль горянка верности клянется, и любит он, не знать тебе позор. А ту, что все забыв, другому мнется, забудь и на другую прав свой взор. Клятвы верности, знай, не порука, хотя от них порою стынет кровь. Не в словах кристальной лишь у друга благородство, преданность, любовь. Пути друзей идти должны, знай, слитно, горе, радости, огни у них. Страшись себе не свернуть с пути бесстыдно, страшись несправедливо ранить их. Пусть солнце круг тобой в забота встречен, пусть груда дел, мой сын, влачишь ты дни. Будь верности друзей лишь бесконечен, спеши друзьям, коль ждут тебя они. Помчался он быстрее ветра к лесу и видит там, что друзья навеселе. Кричат ему: да ну тебя, друг, бесу, друзья пируют, пиша в седле.
Он ничего не утаив поведал о том, какие вести получил, о том, что как он поступить не ведал, как в тяжких думах день сей он влачил. Некровник твой лежит под той чинарой, ему в ответ друзья тут говорят: ни невеста под другой чинарой стоит с тебя, вперив свой нежный взгляд. Не тебя ли тут мы с ней венчали, устроил нашу честь сей шумный пир? Так стоит ли ответ твоей печали того, что так в тебе стал мрачен мир? Тебе так мрачен стал